Астаблович, у вас есть вопросы к обращающей стороне? У меня один вопрос. Вы этим вопросом, когда изучали и занимались этим вопросом, вопрос такой, да, что и если вот законодательством, например, не предусмотрена выплата за замещение, может, по вашему мнению, то есть из вашего обращения следует, что указом президента должно быть исправлено то, что не предусмотрено в законе, то есть из смысла получается, что в какое-то время в законодательстве отсутствовало право уравнивания прав временно замещающих и постоянно работающих. И сейчас, то есть с вашей точки зрения, указом президента обратную силу закона применить нужно. С чего вы хотите, чтобы именно вот этот указ, если даже его признать, но в тот момент законодательство не уравнивало этих двух служащих, статус двух государственных служащих, которые на постоянной основе и временно замещающих. Вам понятен вопрос? Да. Получается, смотрите, именно получается, установление именно законом о государственной гражданской службе муниципальной от 7 июня 2016 года данная норма была внесена в закон. Ранее она не регулировалась. Но при этом, если вернуться к тому, то, что, как вы отметили, то, что именно служащий Акынбеков, он исполнял все, получается, обязанности, которые были предусмотрены по его должности. Ему, получается, присуждается звание, отпуск, аттестация, все как бы льготы, но кроме того, что он как обратился с рапортом на получение пенсии 50%, ему отказывают и уже ссылаются на, получается, данный пункт положения, где именно считается с 7 июня 2016 года. Но при этом, хотелось бы отметить, оно ранее-то ему уже засчитывалось 5%, 10%, 15%, 20%, оно шло. Именно когда подошло к 50%, выходит данный указ, именно с указанным словосочетанием, и ему отказывают. При этом то, что именно на законодательном уровне вот это установились, получается, законом, мы считаем то, что необходимо именно ввести именно обратную силу закона, так как необходимо засчитывать предыдущий срок, как он уже ранее считался. Спасибо, нет других вопросов. Уважаемые судьи, есть вопросы? У меня есть к вам вопрос. Исходя вот из тех обстоятельств, что послужило поводом для обращения в Конституционный суд, что именно ему не засчитали? Еще раз как-то вот попроще объясните. Ему не засчитали, получается, он с рапортом обратился для зачета выслуги лет именно пенсии 50%. 50% чего? Пенсии по выслуге лет. По выслуге лет? Да. Чтобы речь идет о надбавках или вообще о времени выхода на пенсию? Надбавках. Речь идет о надбавках именно 50% к окладу. И ему здесь, получается, отказали, сослались на... То есть, нет, вы объясняете таким образом, что у них, да, там, в таможенных органах по правилам выхода, да, что при достижении такого-то этого у них предусмотрена доплата, да, там, пенсиям, или что? Вот эти вещи поточнее уточните. Хорошо. Смотрите, получается, когда он устраивается на работу, там по истечении определенного периода ему засчитывается 5%, потом 10%, потом 15%, и вот так вот увеличивается. И когда уже подошло к 50% выслуги лет, надбавки к пенсии. Вот. К пенсии или к зарплате? К зарплате выслуга лет. Вот. Давайте вот сейчас вот четко определим, какое отношение имеет зарплата, надбавка, заработная плата, которую он получает, и какое это соотношение имеет к пенсиям последующим. Из вашего, из того, что вы написали, из того, что вы только что сказали, вообще не ясно это? Нет, здесь вот смотрите, по выслуге лет, то, что он имеет право, ему раньше засчитывались 5%, 10%, 15%, но когда уже подошло к 50%, ему отказывают, ссылаясь на данное положение, и говорят то, что мы вот эти вот должности временно исполняющего мы не будем засчитывать, так как вот именно вышло положение, где считать только с 7 июня 2016 года. Речь идет сейчас о зарплате или о пенсиях? О пенсии. Вы мне соотношение надбавки. Вот это скажите, потому что у вас там есть выражение, что при выходе на пенсию, да?
Нет, Вы не- сейчас говорите о надбавках к заработной плате, правильно, да, да? выслуги лет, К надбавка. выслуге лет. Так. Да. И подходит, вот он 40% там дослужился определенного там срока, заслужил 40%. Потом подходит к 50%. 50%. Так. Ему отказывают, уже когда к 50%, Речь идет сейчас о зарплате или о чем? о выслуге. Выслуги лет к зарплате. Идут Речь надбавки идет о определенные. надбавках? Да, К надбавка. чему? К заработной плате. Вот я Да. вам об этом и Ага. говорю. Так, дальше. И получается, когда подходит к 50%, То есть до этого 5-10% вот это засчитывали. засчитывалось его это, да? Да, засчитывалось. И именно То, в что тот он срок, занимал вот эти вот временные эти- должности. Да, они засчитывались, получается, вот эти вот временные должности. Так. То, что именно этот же период времени, он и засчитывался ранее. Засчитывалось, ему выплачивалось. Просто вот когда уже подошло к 50%, он обращается к рапортам, говорит, засчитайте уже, рассмотрите на комиссии, уже Так. подошел срок 50%. Так. Они ему отказывают, говорят то, что именно вышла вот норма. Он еще тогда 7-го. являлся действующим сотрудником, Он да? и сейчас действующий сотрудник. Так, ясно. Так. Вот. И ему отказывают, ссылаясь то, что говорят 7 июня 2016 года, вот вышло положение, сначала было установлено кабинетом правительства, сейчас уже указом президента. Там словосочетания одинаковые, 7 июня. И вот они ссылаются на эту норму и говорят, мы не можем теперь засчитать вот эти, которые ранее считали 3 года, то, что он замещал. И в связи с этим ему отказывают. Вот именно вопрос сейчас в этом и стоит, почему они раньше считали, ссылались на 232 как бы общая норма, а сейчас они, когда вышла вот это вот законодательно утвердилось считать именно в должности временно отсутствующего, они говорят то, что уже будем считать только 7 июня. До Вы этого не сейчас будем считать. оспариваете надбавку в размерах или вы оспариваете его период времени, который он проработал в таможенных органах? Что в данном случае является ключевым для вас из ваших требований? Именно период работы. Период работы. Период что работы, вы чтобы не его посчитали засчитали, да. выслугу лет, Да. за выслугу лет не посчитали то время, которое он работал временно исполняющим отсутствующего, да. обязанности. Его. Какое-то соотношение у вас там есть, какая взаимосвязь с пенсионными отношениями? Потому что если вот этот срок засчитать в общий стаж работы, Так. в общий стаж, то получается ему подходит именно 50% же надбавок, о котором Хорошо. он просит. К пенсии какое-то отношение имеет? Размер? Нет, у вас там, я вас спрашиваю, вы же обращающая Да. сторона. Я вам говорю, у вас есть утверждение по поводу того, что каких-то пенсионных отношений. Мы вас спрашиваем, вот это хорошо, понятно, вы говорите о том, что тот период времени, когда он работал на временных должностях, ему не засчитали. Хорошо, за Да, выслугу лет, да? Да. То есть ему подходило 50% надбавки Надбавки. к заработной плате. Правильно, да? Верно. Какое это отношение имеет к пенсии? Затрудняюсь М? ответить на этот вопрос. Не, отношение к пенсии какое это имеет? Раньше выходит, позже выходит, или как? Какое это, вот то, о чем вы говорите, да? Сейчас мы Да. уточнились, да? Ага. То есть речь идет не о деньгах конкретных, да? А Конкретно работы, которые не засчитываются зачет в общий времени, стаж. который он занимал вот эти временные должности, да? Да. Какое это отношение имеет к пенсии? Какая взаимосвязь? Системная связь в чем заключается? Системная связь, то, что общий стаж же все-таки идет к пенсии. Если вот это сейчас 3 года ему не засчитать ему, который он проработал, ему придется еще 3 года дорабатывать, чтобы выйти на пенсию. Вот теперь понятно, что вы имеете в виду. Хорошо, больше нет вопросов. Присаживайтесь.